Друзья, добрый день. Дедик Халчин Масни. Я поздравляю сегодня с праздником Курбан Байрам всех мусульман. Желаю, чтобы все наши молитвы были приняты, чтобы все наши родные были здоровы, ну и всех благ. И все, что может человек пожелать сам себе, я этого вам всем желаю. Вот я приготовила стол для своих мальчиков, но с ними еще сегодня один друг их придет на обед. Они еще не пришли после того, как поехали приносить жертву животного, как у нас говорят, гурб делать. Они еще не приехали, но уже звонят, что едут, что по пути. Я вот быстро накрыла им стол. Конечно, скромновато, но, как говорится, что у меня было, то и поставила. Ну вот, как-то так, друзья. А так, дальше я вам покажу. Я сама не смогла поехать. Поехали мальчики. И просила их снять. Я не знаю, они сняли или нет, как они там это делали. И потом вам покажу, и мясо покажу. И покажу, как я его делю. Надо раздать это мясо, часть оставить дома, остальное раздать. Это все вам я вам покажу. Просто мне захотелось показать вам, как я накрыла стол на обед. Друзья, конечно, очень скромно, но просто по-нашему. Галушки из кукурузной муки. Ну, мясо это не от гурб, а просто у меня было мясо. Ну, вот так быстро. Просто мальчики сказали, что с ними едет еще один друг. Я просто решила им более-менее сделать это как-то аккуратно, красиво. Ну, вот так. Всех вас с праздником. Ну, я сейчас просто не буду прощаться, а потом покажу вам мясо и все остальное. Так, друзья, мальчики вот пришли, пообедали. И я после них вот выложила мясо жертвенной коровы, скорее всего, не коровы, а бычка. Правда, они говорят, что снять не получилось, пришлось им там помогать. И, говорит, младший сын говорит, мне говорит, неудобно было, надо было, говорит, помогать резать, там, разделывать и снимать посреди этого. У меня, говорит, не получилось. Ну, вот так вот, друзья, вот это мясо. Мне теперь надо это мясо разделить на 3 части. Одну часть я оставлю дома для детей, чтобы готовить нам, а 2 части раздам, ну, или сиротам, или малоимущим. Обычно мы вот так вот раздаем, кто нуждается в этом, друзья. И немножко расскажу о том, что вот займу ваше время, немного расскажу о том, что как это все у нас делается. Это большая помощь, если честно, я просто могу даже на своем примере это сказать, что это большая помощь. Когда мы только сюда переехали, это было 15 лет тому назад, мы приехали где-то в июле месяце, а где-то в ноябре, по-моему, в том году, я точно не помню, но через какое-то время был у нас, ну, то же самое, праздник Курбан Байрам. И мы, в принципе, здесь, на этом месте, живем только 15 лет, мы здесь новички, здесь, в принципе, нас никто так-то, по большому счету, и не знал, и мы не знали, тем более за 2-3 месяца. Ну, близкие соседи, которые, конечно, знали. И вы знаете, в этот день я настолько удивилась. Я знала, конечно, что так помогают, но я не знала, что настолько. И людям, которые не знают тебя, когда ты живешь долго в одном месте, там-то, конечно, знают, что у тебя и мужа нет, что у тебя много маленьких детей. А тут я прямо удивилась, друзья, когда мне начали заходить в этот день и заносить. Во-первых, перед этим днем мне прислали огромного барана. Я и сейчас не знаю, кто мне его прислал, чтобы я сделала сама жертвоприношение дома у нас. Мы этого барана зарезали, тоже одну часть оставили себе, 2 части раздали. Это так тоже у нас, у мусульман, принято. Ты можешь подарить от себя человеку, который не может себе сделать жертвоприношение. Вот люди, которые могут это себе позволить, это у нас делается и принято. И большое им за это спасибо, дал Саадот, царь. Я по сей день, вот 15 лет, вспоминаю вот эти времена, когда у меня были дети маленькие, и каждый этот праздник для нас был в действительности таким, что мне практически почти на полгода хватало мяса, если честно. И вот первый день после, первый Курбан Байрам, который здесь, в этом селе,
мы провели, я вернусь к этому обратно, вот начали заходить через каждые 10-15 минут с пакетами. Это было что-то, это кухонька, вот она вот 5×4, по-моему, 4×4, я не знаю, сколько она. В этой кухне мне не было поставить места негде уже на пол. Мы отодвинули стол и поставили эти сумки на пол. Друзья, это было что-то. На интерес, я не знаю, можно было или нет, но мы взвесили это мясо. Это было 150 килограмм говядины и около 4 баранов. Это было что-то. Меня завалили мясом. Вы понимаете, у нас в Ингушетии, я не знаю, по-моему, и у чеченцев, конечно, в действительности в этот Курбан-байрам помогают вот так вот людям, которые остались без покровителя, там, без мужа, или муж остался там без жены с детьми, у кого не позволяет возможность, кто живет, ну, у него маленькие доходы. И таких у нас сейчас очень много людей. И мы, в действительности, вот наши ингуши сильно помогают оставшимся вот так вот людям. И в действительности, вот пока мои сыновья не выросли, не стали самостоятельными, каждый год мне приносили вот так вот мясо на Курбан-байрам, от жертвоприношения, которое они приносили. Это в действительности было лет, наверное, 7 стабильно каждый год. Хоть я и сама делала жертвоприношения, потому что уже потом мы начали разводить овец, и у нас были свои овцы, и мы делали это, хотя я и делала это, но они все равно нам приносили. И это было большое подспорье для меня. Это было в действительности, мне хватало мяса и на 3 месяца, и на полгода, и на 4 месяца, и баранина, и говядина. Я ее разделывала, практически 2-3 дня, наверное, я ее разделывала по разным этим, как чтобы мне было удобно. И вот такая вот поддержка была у меня в Курбан-байрам. И еще небольшую историю расскажу. Еще до смерти моего мужа в 1 год у нас не получалось сделать жертвоприношение. Просто он работал, но ему деньги не выплачивались с работы. И мы в этот год не сделали Курбан-байрам. Не сделали жертвоприношение. И в этот год мы не сделали, у нас не получалось сделать жертвоприношение. Жертвоприносить же можно 3 дня, это был первый день. Мой муж уехал на работу, но, оказывается, уже к вечеру с деньгами приезжал домой, чтобы сделать жертвоприношение, все. Но не знаю, может быть, просто мы это связываем с этим, может, это и нельзя связывать друг с другом. Но у меня в тот год, именно в этот день, от короткого замыкания загорелся сарай. И в сарае у меня заживо сгорела корова, телка и теленок, 3 скотины за раз. Не знаю, это было, наверное, совпадение. И я не могу этому дать определение. Но это все прошло. На 2-й день мы все равно зарезали барашка и сделали свое жертвоприношение. Но потом, после этого, мы всегда как-то откладывали деньги или копили, или что-то делали, но всегда приносили, когда был еще жив мой муж, приносили жертвоприношение, чтобы было без проблем. И потом, после его смерти, 1 год у меня остался, у меня тоже не получалось сделать жертвоприношение, у нас не было денег. У меня была скотина, но нам нужно, чтобы, когда приносишь жертву, нужен барашек, которому год, а чтобы или бычок, или корова, или телка, чтобы они были 2-годовалые. На тот момент, в этот год, у меня не было ни барашка, ни скотина, которая 2-летняя была бы. И я осталась еще и без денег. Но у меня не получилось сделать. Хотя как-то по шариату, по-моему, я не должна была, если честно, этого делать, потому что дети еще были несовершеннолетние. Но тем не менее, я опять это, может быть, неправильно связываю. Может быть, кто более знает это и обвинит меня в этом, но так получилось, я не знаю. В этот же день у меня стоял бычок на откорме годовалый. Этот бычок удавился у меня, на шее у него была веревка, и он удавился этой веревкой ночью. И лежал утром, когда мы зашли, мертвый. И вот знаете, с тех пор я в действительности ни разу больше не оставляла. Я и тогда не собиралась, конечно, оставлять, если бы у меня была возможность. Но вот с тех пор мы как-то стараемся всегда делать это жертвоприношение. Опять-таки я скажу, я не знаю, я никому об этом не говорила, это просто наши рассуждения дома по дому. И как-то
говорят у нас еще, что если ты должен кому-то, то ты не должен делать жертвоприношение. Но все равно до сих пор у меня были свои овцы, и я резала своих овец, и хоть я и должна, мне казалось, что все-таки я имею право сделать жертвоприношение, потому что у нас есть овцы, я ничего не покупаю. Но на этот раз я действительно опять-таки не хотела делать, но все-таки мне дочка опять напомнила: мама, может быть, все-таки ты сделаешь, тем более 2 дня тому назад мне из Москвы сын прислал 20 тысяч, но мне надо было еще продукты закупить, кое-что сделать. И как-то вот, я говорю, мы же должны еще, может, не делать. И дочка мне говорит: мама, все-таки сделай, все равно же на продукты деньги тебе присланы, ты потрать какую-то сумму, а в продуктах немножко потерпите. И вот мы решили, и вы знаете, искала, не могла себе найти, куда, что, как сделать, потому что сыновья, которые у меня дома остались, они не умеют ни резать барана, ни разделывать его. И я вот не знала, где же мне встать в очередь в этот, где вот режут не баранов, а корову или бычка или еще что-то. И вы знаете, как уже послала их искать все-таки барана, думаю, кого-то попрошу, чтобы зарезал. И у меня группа, вот я в WhatsApp сижу, сельхозгруппа, там всякие продаются, все, что как-то у нас вот в WhatsApp мы общаемся. И там было сообщение в WhatsApp, что для вот жертвоприношения от одной скотины нужно 7 человек на 7 частей, короче. Что у них есть 3 человека, нужны еще 4 человека, чтобы вот зарезать этого бычка и чтобы принести жертву. И я обрадовалась, сразу позвонила, и вот мы сделали это жертвоприношение, и теперь будем раздавать, и самим ставим часть, и 2 части, как я сказала, мы раздадим. Вот такая вот история у меня, друзья, связанная с Курбан-байрамом. Всех вас поздравляю, всех мусульман поздравляю, желаю всех благ, чтобы все наши молитвы были услышаны, чтобы все наши родные, близкие, все были живы и здоровы, чтобы Аллах принял наши посты, чтобы Аллах принял наши молитвы, и чтобы все было хорошо и у мусульман, и не у мусульман, чтобы во всем мире был мир и спокойствие. И чтобы мы в следующий год тоже, даст Аллах, встречались на следующий Курбан-байрам. На этом, друзья, я с вами попрощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии.